Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет кулинарный влог. Я наконец-то добрался до кухни. Мое самое святое место, наверное, как, наверное, у всех. И сегодня мы с вами приготовим вот такой вот замечательный салат. Он называется гусарский. Я покажу, как делаю я его. Мне он, салатик, этот очень нравится. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной до конца. Всем приятного аппетита! Так, для этого салата нам понадобятся ингредиенты. Картофель отварной, отварное яйцо, зубчик, наверное, чесночка, но я взял несколько, потому что они уже, видите, зацвели, и поэтому они не такие будут острые. Майонез по вашему вкусу, какой вам нравится. Копчености, в данный момент я буду использовать бедро и соленый огурчик. Вот такие вот ингредиенты понадобятся нам на этот салат. Так, я немножечко уже подготовил наши ингредиенты. Еще раз говорю, нам понадобится картошка, соленый огурчик, майонез, чеснок и копченая курочка. Я использую копченую курочку свою. Нет, я купил бедрышки, у меня есть коптилка, я сам закоптил, поэтому использую свои копчености. Салат этот очень вкусный, он мне нравится, я его давно не готовил, вот решил приготовить. И как я вам говорил уже, то что давно обещал делать такие видео, теперь у меня новый сотовый телефон, вот, и поэтому я в честь нового сотового телефона начинаю рубрику вести кулинарную, что буду готовить себе, буду вам показывать. Итак, дорогие мои, салат слоеный. Я его буду делать сразу вот в такой вот контейнер, чтобы его можно было поставить в холодильник. С чего мы начнем? Мы начнем с картошечки. Сейчас мы сначала потрем картошку. Так, видно, да? Но я думаю, что как я натираю картошку, не особо-то интересно. Самое интересное это приготовление данного салата. Вот, да, я прям, знаете, глаз алмаз сварил. Всем алмазам привет. Сварил картошки ровно столько, сколько мне нужно. Ну, я же вам говорил, что я работал поваром очень долгое время. Именно занимался в салатном цеху. Так. Распределяем сразу мы его по всему контейнеру. И, наверное, мы и эту тоже картошечку используем, да? Смотрите. Красота. Красота. Так, натерли картошечку. Вы знаете, что я сделаю? Я, наверное, ее немножечко придавлю. Но это делать не обязательно, поэтому будет он у вас воздушный, если вы все-таки не будете. Но вообще желательно его не придавливать, этот салатик. Теперь что мы будем делать с вами? Мы теперь с вами будем резать копчености. Наши копчености. Резать надо, ну, что-то вроде бы кубиком. Поэтому, и смотрите, шкурку вообще как бы куриную использовать в этот салат не надо. Но мы же делаем его для себя, для наших гостей. Я шкурку люблю, поэтому я буду делать салат со шкуркой. Так, дорогие мои, чуть-чуть камеру наклонить. Я сейчас первый обзор сделаю, а потом я пойму, что мне нужно сделать, чтобы другие обзоры вам было лучше видно. Сейчас это первый наш, так скажем, тестируем наш пробный обзор. Ну вот я так режу, друзья мои. Мой любимый нож — это вот такой топор. Сколько лет проработал поваром, столько, как говорится, я с этим ножом
и маюсь. Вот. Но мне очень нравится этот топор. Мне очень удобно им резать. Вот, ну, в принципе, не критично, как вы нарежете. Так, ну, я думаю, что тоже, наверное, сколько я почистил. Сколько я почистил? Я почистил 2 бедрышка таких не... Оба, хрящик. Оба. Попался хрящик. Вот. Ой, ну обалденно пахнет, я вам скажу, друзья мои. Вот, ну и все. И последний кусочек бедра. Нет, шкурку я, наверное, зарубаю сейчас. А почему бы и нет? Друзья мои, здесь косточка. Какая же это вкуснятина. Ваша копченая курица. Вкусно. Очень-очень вкусно. Поэтому делайте салатик. Пишите ваши комментарии, как вам такой салат. Вот, дорогие мои, у нас с вами получилось вот такое вот количество бедрышек нарезанных. Что мы теперь берем? Следующий у нас слой, это у нас будут бедрышки. Мы берем с вами, и у меня под ногами кошка. Ты кого? Ты же не ешь копчености. Ты кого встала? Так, все. Вот у нас что получилось. Я сейчас помыл руки, чтобы продолжить обзор. И прежде чем мы продолжим, давайте подготовим майонез. Я смотрю, что майонеза этого будет на количество этого салата мало, поэтому еще добавим. Майонез я, ну вот недавно вот купил Кальви, вот этот вот классический. Знаете, кстати, очень вкусный майонез. Рекомендую, попробуйте. Вот. Что я хотел сказать. Что я хотел сказать. Теперь мы сюда в майонез должны с вами добавить чеснока. Так, друзья мои, добавляем чеснока. Если есть чеснокодавка, вы можете это сделать на чеснокодавке. У меня ее нету. Я буду на терке хреначить на терке чеснок. У меня последний чеснок, надо идти в магазин за чесноком. Ну, думаю, на салат хватит. Ну, я еще, знаете, по идее, я бы его еще, вот, чтобы вот этих лохмотьев не было, я бы его еще на доски бы, на разделочной доске, я бы взял бы еще, ну, скажите что, ну, порубил бы своим топором. Ну, вот, теперь нам надо сделать майонез чесночный будет у нас, вкусный майонез, у меня уже слюни бегут. Сейчас я попробую, пусть он чуть-чуть постоит. Нам надо, чтобы прям чесночком хорошо, вкусненько пахло. Так, друзья мои. Вот, возвращаемся к нашему салату. Что мы теперь сделаем? Мы теперь распределим, чтобы было честно, чтобы наша курочка на картошечке лежала равномерно, друзья мои. Вот, на вот этом этапе я предлагаю что сделать? Немножечко подсолить наш салат. Я редко это делаю, но рекомендую. У нас же будет соленый огурец, поэтому сильно не злоупотребляем солью. Все, подсолили. И возвращаемся к нашему салату. Теперь на этом этапе мы с вами добавляем соленый огурчик. Трем мы его тоже на терке. Я приготовил 3 штучки. Я думаю, что хватит мне. Сейчас я натру и посмотрим. Если что, то добавлю. Так, салат этот называется гусарский. Не знаю, почему они придумали такое название. Не суть дела важно, мне вообще название никакой роли не играет. Вот, смотрите, огурчика не перестарайтесь, много его сильно не надо. У меня получилось чуть-чуть вроде бы многовастенько. Его буквально вот немножко нужно было
сделать сверху. Вот, вот, дорогие мои, вот такая вот у нас красота получается. Теперь сейчас мы попробуем с вами чеснок. Я хожу тут из угла в угол. Ой, чеснок. Теперь мы пробуем, что у нас получилась заправка. Угу. Зачетная. А это значит, что мы ее добавляем в наш бесподобный салат. И распределяем по всей длине нашего салата майонезик. Знаете, у меня такое ощущение, как будто я мало майонезика сделал. Ну, я думаю, что... Ну, я же себе делаю, друзья. Поэтому можно я так сделаю, но майонезика не хватает чуть-чуть. Вот. Ну, я думаю, что, наверное, надо все-таки добавить еще майонезика. Потому что у нас с вами получается, видите, как бы не очень. Ой, майонез. Так, добавляем майонез и если у меня тут еще чесночок, дурачок, чесночок у меня, друзья, есть еще тут чуть-чуть. Поэтому мы сейчас с вами добавим чесночка чуть-чуть. Ой, я не так встал, загородил все, ну думаю, ладно, ничего страшного. Ведь самое-то главное, это наш салат. Друзья мои, наш салат будет очень-очень вкусный, я вам это обещаю. Напишите обязательно в комментарии, понравилось ли вам данное видео. Делали вы хоть раз такой салат, знаете ли вы про него или не знаете. В общем, пишите свои отзывы, мне будет очень интересно их почитать. Ну, а я пока вот буду готовить вам следующее блюдо. Не знаю пока еще какое, не запланировал. Но обязательно, если в ваших сердцах я найду единомышленников, то мы будем с вами эту рубрику продолжать. Не все же нам косметикой-то заниматься, да? Надо и салатики поделать. Так, ну что, моем руки, умываем ноги. Все, друзья. Остался последний завершающий этап нашего гусарского салата. Это яйца. Это яйца. Сейчас они появятся. Так, что мы будем делать с яйцами? Обычно, ну, я не знаю, на крупной терке мне больше всего нравится делать это на мелкой терке, вот на которой мы делали чесночок. Все, и вот трем яичко на мелкой терке. Распределять, стараться как-то надо так, чтобы яичко по всему салату. Как-то так. Я не вижу, что я делаю. Я надеюсь, что у меня... И кусочек яичка улетел на пол, а там у меня сидит животное. Сидит и караулит, что же ей достанется. Дуреха. Дашка, ты дуреха? Ну ты же не ешь яйца. Ну, кого-то там лижет. Вы знаете, у меня кошка ест окрошку. Ну, в смысле, салат. То есть, когда еще не заправлена сама окрошечка. Ну вот, в принципе, и все. Теперь мне, знаете, мне удобнее так аккуратненько руками распределить то, что я натер. Все. Смотрите, какая красота получилась. Ой, а самое главное, вкусно. Ну что, теперь будем дегустировать наш салат, что у нас получилось. Я и так знаю, что у нас получилось очень вкусно. Я уже немножечко, буквально немножечко положил себе на блюдечко. Сейчас я его размешаю, так как салат у нас слоеный. Но, в принципе, его можно и не мешать. Ой, пахнет копченостями, это что-то с чем-то. Ну что, дегустируем, что у нас получилось. Я уже говорил вам, что
Я и так знаю, что у нас получилось. Тася, попался хрячок. Прям чесночок хорошо чесночком отдает. Кто ни разу не делал этот салат, я рекомендую вам его сделать, потому что действительно салатик очень вкусный и по затратам он не такой дорогой получается. Очень вкусно. Дорогие мои, ну что, пишите ваши комментарии, понравился ли вам этот рецепт. Напишите, кто уже пробовал этот салат делать, кто его будет делать сейчас только по моей рекомендации. Ну и самое главное, поддержите меня. Поддержите меня. Напишите, стоит ли продолжать делать такие обзоры, чтобы немножечко отвлечься от работы. Я думаю, что надо немножечко отвлечься от работы и поделать такие обзоры. Но мне будет интересно ваше мнение. Вот. А пока вы пишете, я всем желаю приятного аппетита. Встретимся с вами в следующем видео. Надеюсь, оно будет такое же вкусное, как и это. На этом у меня все. Всем пока-пока.